Я могу сказать, что на самом деле и при Советском Союзе, при всей скудности там ассортимента в магазинах, вечном дефиците и так далее и тому подобное, попытки демонстративно носить, показывать некий статус, подчеркивать с помощью одежды или еще чего-либо, и тогда было. Потому что я помню, что, ну, допустим, вот мы жили в поселке, и ВАЗ-2106, так называемая «Шаха», это была машина золотой молодежи. Это единственная доступная статусная машина была в то время у золотой молодежи. Естественно, там 2106 это было у сына председателя колхоза, а потом появилась там у сына главного экономиста колхоза. И как бы и тогда для нас это, ну, не сказать, что как сейчас Феррари, но где-то, наверное, как хороший новый Мерседес. Вот примерно на таком же уровне все это выглядело. Сейчас просто отличие Советского Союза от нынешних времен, это, наверное, просто в том, что сейчас немного расширился ассортимент статусных вещей, которые можно купить за деньги. И, соответственно, мы если сейчас посмотрим, там, предположим, ну, условно, вот я сейчас живу в Астане, да, и я вижу, что там, предположим, брендовая одежда – это уже даже не показатель. Ну, брендовую одежду или реплики брендовой одежды сейчас могут позволить себе достаточно многие, и поэтому сейчас акцент сместился, наверное, там, я не знаю, на владение какой-то элитной недвижимостью, там, я не знаю, автомобилями статусными и так далее и тому подобное.